Цикл мероприятий «Читательский четверг» продолжает свою работу. И сегодня мы подошли уже к 80-й встрече. А в гостях сегодня сказитель, антрополог, музыкант Полина Черкасова. А вести беседу с ней будет мой коллега по четвергам Игорь Котюх. Да, Надя так славно представила нашу гостью сегодняшнюю. Полина, спасибо, что пришла в «Читательский четверг». Какие прекрасные титулы. Сказитель, музыкант, антрополог. Мне кажется, что каждый из этих титулов связан с такой аутентичной культурой, с истоками. И это одна из причин, почему я тоже так постарался выглядеть. На мне украинская вышиванка, которую купил в Киеве у одной бабушки. Там были вышиванки разных расцветок, и она объяснила, что если есть элементы того и другого, то это из Черниговской области, откуда родом моя родня. Поэтому я положил глаз на эту вышиванку. И вот, по сути говоря, я впервые, хотя бы года 4 назад, но вот впервые в Таллине, в Эстонии, я надел на себя вышиванку. Тебя еще не делала. Спасибо. Поскольку ты уже рассказал, в чем ты сегодня, тогда я тоже представлю себе. Да, я как раз и хотела спросить. Потому что видно, что мы так все как-то готовились к сегодняшней встрече, так как даже немножко костюмировались. Причем мы совершенно не договаривались. Да, вот что важно, да, что это было просто экспромт. На мне сегодня один из моих костюмов, такой близкой моей душе одежды, в которой я часто рассказываю свои истории, свои сказки. Это платье, оно на самом деле корнями уходит в Удмуртию. Из далекой Удмуртии. Мне его специально сшила и прислала одна современная художница по народному творчеству удмуртскому. То есть это не просто человек, который очень глубоко изучал народные украшения, традиции народных костюмов в Удмуртии, но еще и который имеет довольно много смелости и храбрости, чтобы экспериментировать в этих довольно жестких рамках народного творчества. Вот этой художницы зовут Анна Майтюнска, кстати, зовут Полина Кубиста. Она делает замечательные костюмы, так что, да, на мне вот сегодня такой костюм с элементами народного удмуртского платья. И главное, это маниста, которое я всегда использую на своих выступлениях, на своих концертах. Маниста тоже совсем не совсем традиционная. Здесь вместо монеток, на самом деле, пуговицы. Ну, откуда? Просто вот складчик монеты. Один страстно, 2 мира собираем. Вот здесь ниточки, там пуговки, там кусочек кожи, вот костюм готов. Вот. И древние бусы из глины, которые тоже сделал один очень такой близкий, родной человек. Так что вот как получается у нас разные страны, разные культуры здесь уже представлены. Да. Но еще об истоках, если поговорить, раньше нам доводилось тоже говорить о том, чем ты занимаешься, о твоем творчестве. Формальный повод для нашей встречи – это выход твоего нового диска. Да ты что, правда, да? Здорово. Он называется и диском, и аудиокнигой, и альбомом. У хорошего ребенка несколько имен, как говорят. Да. Как называется эта твоя работа? Да, моя последняя аудиокнига называется «Сказки великих рек». Это название уже давно у меня появилось. На самом деле, я работала уже больше 2 лет, получается, над этим материалом. Это, так сказать, очень давно вынашиваемый ребенок, который вот наконец-то сейчас появился на свет. Это моя 4-я работа в жанре аудиокниги, для которой тоже я сама пишу музыку, как мультиинструменталист, исполняю эту музыку, пишу как композитор ее. Иногда использую народные мелодии, но самое главное, я работаю с текстами историй, пишу собственные авторские истории. И да, вот в этот раз дорога к этой аудиокниге была, наверное, самой длинной. Если предыдущие мои аудиокниги, они выходили вот каждый год, 3 года подряд,
и они уже сразу были готовы практически всем циклом. Первая родилась максимально, наверное, так вот спонтанно, стихийно, она просто ворвалась, это были звенящие сказки. Моя первая проба пера в жанре аудиокниги, когда сказительство, как жанр, где очень важен контакт с рассказчиком, важно же будет, как мы тоже с ним общаемся, важно видеть его, чувствовать вот его энергетику, его тепло. Там я смелась на такой шаг, что я убрала себя из кадра, так сказать. Оставила только свой голос, непосредственно свой материал, интонации, все абсолютно как вот обычно я это делаю на зрителях тоже, и музыку. И в музыке, конечно, для меня был такой большой плюс в том, что помимо одного инструмента, на котором я могу играть, когда я рассказываю, и звучало сразу много инструментов, потому что это записывается в студии, специальные звукозаписи. И я играю подряд на одном инструменте, на втором, на третьем, и поэтому там звучит так, как у меня в голове это звучит. Вот то, что мне все время хочется, чтобы слушатели заглянули туда и послушали, как там у меня все это звучит, все эти аранжировки. Иногда спрашивают, а что у тебя там за ансамбль играет? На фоне. Вот эти две руки играют. Это я человек-оркестр. Просто студия, техника позволяет все это записать слоями. Потом также появилась тут же на следующий год вторая аудиокнига, когда мы вырастем, они были изначально, у меня уже весь материал был готов, просто вот, так сказать, пока идет пока что запись. И потом на третий год появились птичьи сказки, истории о птицах. И потом я взяла паузу и очень, так сказать, наверное, с таким, с неким, наверное, таким хорошим, с такой хорошей боязливостью, наверное, отнеслась к новому материалу, потому что я сама ужасно боюсь, когда человек что-то делает, выпускает, и часто бывает такое, что первая вещь самая лучшая, например, бывает, а потом с каждым повтором становится все более и более скучно. И я больше всего не хотела, чтобы так же случилось и со мной, не хотела впасть в рутину, поэтому я 2 года не занималась, 2 года не выпускала никакого материала, только сугубо работала скрупулезно над созданием вот этого нового материала, новой книги, новой концепции. Она, наверное, получилась такая максимально, наверное, продуманная, но так, положа руку на сердце, могу честно сказать, что я недовольна. Хорошо. Да, излишних. Мы совершим экскурс по этому диску. Я почему-то привык называть эти твои работы дисками, хотя, конечно, это аудиокнига. Там есть это сборник историй, да, звучащих историй. Конечно же, это аудиокнига. Но получается, что сейчас мы немножко посмотрели, как из одной аудиокниги вырастала следующая, и так до твоей 4-й работы. Но если мы вернемся к этому мотиву реки и позволим ей течь вспять, вернемся в твое детство. Когда мы беседовали пару лет назад, зашел разговор о твоем детстве, ты ответила так, отвечая на вопрос, как тебе появилось желание стать сказочницей. Вот твои слова. Я считаю, что у меня было действительно счастливое детство. Уже из-за того, что оно выпало на блаженное и неспешное время до появления разных гаджетов, компьютеров, интернета и социальных медиа. Мы играли во дворе, где почти не было машин, пользовались толстыми книжными словарями, где в поисках нужного тебе слова можно было найти еще много других интересных слов. Быть может, мы тогда чаще, чем современные дети и подростки, смотрели на небо. Как и тогда, мои родители до сих пор работают в русском театре, и меня с детства завораживал вид спектакля из-за кулис, как будто изнутри. Но куда более важным для меня было то время, которое мы проводили с родителями вместе. Они мне очень много интересного рассказывали об истории, литературе, пересказывали старинные фильмы. А как увлекательно было вместе листать страницы художественных альбомов, вглядываясь в неяркие, но такие живые картины. Итак, Полина Черкасова и творческая семья. Полина Черкасова и театр. Вот как ты можешь описать свое ощущение театра? Вот в этой цитате немножко ты сказала об этом. Почему я спрашиваю? Потому что далеко не каждый ребенок
проводит свое детство, да, в творческой семье. Что такое, когда твои родители выходят на сцену, когда они работают для театра? Каково это? Я бы сказала так, что для меня в первую очередь театр — это одиночество. Это такое необходимое одиночество. То есть одиночество со знаком плюс получается. Ну, пожалуйста, сейчас разберемся. Потому что, да, тут можно по-разному посмотреть. С одной стороны, я очень рада, что я с детства очень много ходила на спектакли, как зритель. Неважно, конечно, я многие спектакли смотрела из зала, тоже часть какую-то из-за кулис, в части каких-то спектаклей сама тоже играла. Но даже находясь в зале, я еще думаю о том, что для меня, в чем, наверное, состоит действительно эссенция театра, это одиночество. Но даже когда я нахожусь в зале, в темном зале, я знаю, что около меня сидят зрители, знакомые, незнакомые. Передо мной тоже какая-то голова зрителя, который сидит передо мной, немножко закрывает мне вид. И вот можно с этой стороны посмотреть, можно с этой стороны посмотреть. И во всем этом я нахожусь в своем полном одиночестве, наедине с действием, с тем, что происходит на сцене. Для меня это очень ценные часы, когда, или эти минуты, когда действительно можно заглянуть в свой внутренний мир, можно прочувствовать, прожить то, что происходит сейчас перед тобой на сцене. И хотя зрителей много, и можно здесь говорить о какой-то вот зрительской синергии, которая возникает, да, вот этой вот массовой энергетики, да, которая идет, происходит обмен энергетики людей, которые на сцене, людей, которые в зале. Но как-то для меня это не так важно. Для меня это вот это одиночество с материалом. Оно мне очень важно, как ты его воспринимаешь. С другой стороны, конечно, если посмотреть на вот, да, ты прочитал отрывок из моих слов двухлетней давности, я сейчас, слушая их, я так задумалась, подумала, так ли это для меня сейчас, и я могу сказать, что это так, что я могу любым словом подписаться опять. Очень точно, когда видно, как-то мне удалось сформулировать какие-то образы, которые действительно были несущими в моей жизни, в моем детстве. И да, конечно, был такой аспект, что я очень много проводила времени одна. То есть, с другой стороны, одиночество, когда мои родители были все время до вечера на репетициях, а театр, это стиль жизни, это вся жизнь. Он занимает у человека, отбирает у него практически всю жизнь. И тогда я очень много времени проводила одна, конечно. И очень много фантазировала, очень много придумала, сочиняла, писала какие-то пробные вещи, ну и записывала на магнитофон уже первые истории, аудиокассеты. А помнишь ты какие-нибудь советы, которые ты особенно ценишь, например, сказанные отцом? Вот я прямо сейчас представляю себе твоего отца в разных спектаклях, и мне вот интересно, вот, о чем вы могли говорить, вот, что такое жизненно важное, основополагающее, например, рассказал тебе отец, чем он поделился. Наверняка ведь у актеров есть свои какие-то хитрости. И не только связанные со сценой, но и жизнью, с пониманием жизни. Вот есть ли какие-то... Не факт, что это должно сразу вспомниться, да? Вдруг вот так по щелчку. Ну а если подумать, вот какие-то слова отца, которые тебе дороги? Да, здесь тоже сразу очень много вспоминается, много ситуаций, много историй, много разговоров. И, наверное, один из таких моментов был, наверное, не сколько связан с его словами какими-то конкретными, потому что, мне кажется, вот это вот обучение жизни, да, когда оно происходит не так, что вот там говорят, вот делай так, а скорее мы повторяем. Мы видим, как другие себя ведут, поначалу наши родители, или люди, которые нам близки, и потом мы повторяем, мы учимся же через повторение, мы должны это попробовать, тогда мы поймем, оно наше это или как оно работает. И поэтому, наверное, скорее мое собственное осознание, которое пришло далеко не в детстве, а уже гораздо более позднем возрасте, когда я поняла, что, наверное, я не знаю в жизни человека, который был бы более
более милосердный, более добрый человек. Добрый — это такое слово, да, оно заезженное слово, к сожалению. Мы, к сожалению, оно так сильно девальвировалось в последние годы, и с разными вот, да, из разных причин оно становится как-то таким даже непопулярным, я бы сказала, даже так. А вот для меня это именно в этом лучшем понимании именно доброй, самой искренности какой-то. Это что-то, что очень трудно передать словами, это скорее какое-то вот существование сердца, какое-то сердечное качество, да, или такое популярное слово «квалитет» современное. Какая-то вибрация внутренняя, которая передается тебе, человеку, или не передается. Ну и, конечно, его увлечение тоже его собственными программами, стихотворными, материал, который хорошо очень чувствует, знает нашей русской классической поэзии, литературы, в общем, прозы тоже. И, наверное, вот этот подход к материалу, с одной стороны, абсолютно научный, сколько он читает исследований, сколько много он изучает того, что находится обычно за томиками с стихотворениями, то, что обычно мы, как читатели, такие средние, очень не знаем этих историй, причин, событий, следствий. Вот этот подход к материалу, этот бережный очень подход, когда ты пытаешься осмыслить, продумать, и да, и скорее вот это вот стремление понять жизнь, сделать ее чуточку лучше. Даже так бы сказала. Понять тайну жизни, да. Да. И вот это удивительное, тоже такая вещь очень интересная, что от него тоже подчеркнула, это ощущение чуда. Тоже такая странная вещь, что мы все живем в таком материальном мире, мы все, так сказать, реалисты. Но при этом я знаю, что часто меня саму и других людей очень вдохновляют люди, которые живут не в таком простом двухмерном пространстве, где вот есть удовлетворение основных потребностей, там какие-то желания, какие-то мечты, но при этом мы оставляем для себя чуточку пространства для неожиданности, для чуда. Мне, например, больше всего вдохновляет в науке современной то, что человек не смог все объяснить. И покуда мир остается таким, что человек не смог его целиком объяснить, ученые, умнейшие люди планеты, яркие, трезвые умы, которые написали столько трудов, а они не смогли всего объяснить. Это мизерная часть, которую не смогли объяснить. И покуда есть такая ситуация, мне интересно. Как только все будет объяснено, как только все будет разложено по полочкам, и мне расскажут, как мне надо жить и что с чем связано, откуда мы пошли и куда мы идем, я скажу, что здесь нечего делать. Нет, пожалуйста, другую планету. Да, потому что мне вот, да, завершая все это, вот, да, мой папа, Сергей Черкасов, он, наверное, главное, что он не смог, наверное, дать в жизни, это, помимо жизни, это ощущение чуда, ощущение того, что мы живем в мире, да, он материальный, но есть что-то, что, возможно, невидимо глазу, но мы его чувствуем. Кто-то объясняет это так, кто-то объясняет это по-другому, но мы точно здесь не одни. И это меня вдохновляет, от этого мне становится проще жить. Делать, творить, преодолевать. Вероятно, этот мир никогда не будет досконально объясненным. Но все же к этому стремятся. Мы стремимся, как будто все время, да, ученые из разных наук, из социальной науки, и точной науки, и даже художники, писатели. Покуда есть проблемы, есть искусство. Ну а в общем, если говорить о сути работы, например, актера, или шире, если брать артиста, да, или еще шире художника, ведь она полна противоречий. То есть, с одной стороны, как ты сказала выше, очень не хочется повторяться, а с другой стороны, очень хочется найти путь к себе, быть самим собой. Ну, это одно из противоречий, а ведь их множество. С одной стороны, например, вот то самое скрупулезное изучение материала, о котором ты сказала в связи с папой, а с другой стороны, стремление предложить какую-то собственную интерпретацию. Да. Тоже противоречие. Вот, например, такие вещи, или опять же, с одной стороны, жить мирной жизнью, а с другой стороны,
мне не хочется творить только для себя. Мне хочется поделиться, да, этим, ну, с еще кем-то, со вторым, третьим, десятым, миллионом человеком, да, хоть с какой-нибудь аудиторией. Тоже еще одно противоречие. Когда я думаю об артистах театра, то и об этих разнообразных противоречиях, я знаю, как много их у пишущих людей, то мне кажется, что там их еще больше. И, ну, не знаю, здесь я могу только образную шляпу снять перед всеми артистами, перед твоим папой. Мне кажется, что им так много нужно решать всяких таких сложных творческих вопросов. Вот что-то из этого рода, из творческой кухни удалось тебе вынести, начиная с ранних лет, с детства, ну и поныне. Я так понимаю, что вы близко дружите до сих пор с мамой, с папой. Да, это так, да. Я вот так скажу сразу, вот так вот тоже расставив все точки над «и», чтобы, может быть, слушатели тоже, наши зрители, кто, может быть, не в курсе, я никогда актерскому искусству не училась. Нигде. Никаких курсов, ничего не. Я сама не считаю себя актрисой, точно нет. И наоборот, часто я на своих выступлениях начинаю часто с того, что я объясняю людям вот эту разницу между сказителем и актером. Ну, вкратце, да, просто если так сейчас, ну, тоже так, чтобы для ясности, для общей такой, я бы упомянула, то, что, ну, основные такие вещи, например, то, что обычно актер, у него есть текст заранее, даже если это моноспектакль или какое-то выступление, или хотя бы какая-то программа. То есть обычно все-таки актер прописывает себе программу, там такие-то отрывки, такие-то произведения, какие-то стихи, а сказочник, сказитель, вот как мне нравится больше на русский язык переводить с английского слова storyteller, повествователь, ну, сказитель. Если он профессиональный, если он, мне кажется, настоящий сказочник, тогда у него никогда нет этой программы. Ну, так у меня тоже. Потому что это в основном идет за счет импровизации, и, конечно, за счет того, что сказочник, сказитель пытается понять, какие истории нужно рассказывать в тот или иной момент для тех именно слушателей. Это как своеобразный такой живительный эликсир, в который сказочник пришел, чтобы поделиться именно с этими слушателями, почувствовать, сонастроиться на их сердечную вот эту ноту и попробовать подобрать к этой сердечной ноте ту историю, которой туда не хватает, может быть, или как-то помочь им сонастроить свой такой внутренний камертон. Это с одной стороны. Но с другой стороны, что отличает театр от сказительства, да, тоже, например, что в театре все-таки используются костюмы, используются декорации, очень много разного реквизита. То же самое в кукольном театре, то же самое, когда часто приходишь на даже сказки. Обязательно какой-то используемый реквизит или костюмы, там, актеры, режиссура, сценография, свет, музыка. А сказочник этого нет. Сказитель, вот, он приходит один, то есть это у нас, ну, минимум, ну, я музыкальные инструменты использую тоже по определенным причинам, потому что это традиционный вид. Сказительство часто очень в древние времена сказитель был музыкантом одновременно. Это довольно только с 70-х годов, когда сказительство как жанр стал выходить вот из кухон, из гостиных комнат, из таверн, выходить на сцены в Англии, в Америке, в Европе, повсеместно. Когда стал появляться такой жанр сказительства, тогда просто случилось так, что в тот момент многие сказители уже не умели играть на музыкальных инструментах, многие из них были с актерским таким прошлым, и поэтому они уже продолжали как умели. Поэтому это тоже во время сказительства часто на сцене сидят два человека, это вот рассказчик, storyteller на английском, и музыкант, который рядом с ним сидит и играет промежуточные мелодии. То есть практически весь мой реквизит — это музыкальные инструменты, которые я с собой приношу, но на которых я играю. И еще такая одна интересная особенность, которая отличает именно театр и сказительство для меня. Это мне кажется, что, как я это для себя объясняю, и когда со своими коллегами, с другими сказителями разговариваю, встречаемся сейчас иногда. Вот сейчас, месяц назад я выступала на международном фестивале сказочников, сказителей в Шотландии, и у нас там были тоже такие встречи по вечерам, где мы могли просто
пообщаться в неформальной обстановке. К сожалению, это происходило онлайн. Мне очень хотелось, я мечтаю поехать в Шотландию, не видела эти горы. Я рассказываю много шотландских историй, но вот это одна страна, где я не была, и мне очень хочется подышать этим горным воздухом, суровым, угрюмым. И тоже они согласились с этим наблюдением о том, что в театре, когда ты смотришь спектакль, ты обычно сочувствуешь герою. Ну, наше желание — это вызвать сочувствие, вызвать такие чувства, чтобы человек их прожил, и потом как бы там обновленным, да, появился. Катарсис, да? Да, своеобразный такой. И на сцене мы обычно сопереживаем героев, которые выступают на сцене. А когда сказитель работает, если он удачно работает, профессионально работает, то слушатель он будет сопереживать не героям истории, а он будет сопереживать себе. Вот такая вот очень... Она очень тонкая, эта грань, но она очень точно работает. Да, но это твое объяснение не означает же, что ты выросла в семье театральных деятелей, но не пошла по стезе театра, но по немножко другой тропинке. Ведь этот выбор нельзя, например, объяснить как, я не знаю, некоторый протест, что вот у вас так принято, а мне так не подходит. Нет, я против как-то эти протесты, это не мое. Мне нравится созидать, творить, создавать. Вот. Нет, на самом деле получилось так, что да, получилась очень забавная такая ситуация. Я, когда видела, как живут мои родители, какой-то тяжелый труд, он дает очень много, и он очень обогащает душу, и, конечно, это чудесно, я просто восхищаюсь их работой, но это очень тяжело. Я не хочу туда говорить о каком-то физическом тяжелом труде, но мы каждый работаем с разными мышцами, да, у каждого своя мышца, и каждый сам ее напрягает в свою жизнь, да, вот, весь труд тяжелый, все профессии, весь вид деятельности. А вот у актеров у них свои мышцы, которые напрягают, которые не изнашивают, и которые их очень быстро со временем, конечно, тоже дают сбой, там, да, они тоже влияют. Но получилось так, что я всячески старалась, да, решила, что я не буду связывать свою жизнь с театром, я всячески избегала этого. И пошла делать совершенно другую, получать совершенно другое образование. Дальше продолжала свою академическую карьеру как социально-культурный антрополог. Но даже там я поняла, что все равно жизнь она меня подталкивает в сторону выступлений, в сторону сцены и публичных таких встреч с аудиторией. Меня тут же попросили остаться в Таллинском университете и начать преподавать там же, что я вот 7 лет подряд делала, и теперь опять тоже вернулась после какого-то перерыва. Опять даю там лекции, общаюсь со студентами. Я, знаешь, я думаю так, что это очень хороший способ. Как понять, чем тебе надо заниматься в жизни? Вот иногда меня приглашают на встречи даже со школьниками, разные школы. Мне очень нравится, потому что мне нравится разговаривать очень с детьми, с помладше, постарше, послушать их отношения к жизни, послушать, что их интересует, рассказать что-то о себе. Ну так вот, на равных, да, как бы, понимаешь, на равных говорить. Вот. И сам такой. И там меня очень радует то, что многие из них задают вопросы о том, что вот как найти, как почувствовать в жизни себя, вот как нащупать эту тоненькую линию, да, вот как вот раскрыть вот такой талант или свой дар, который тебе дан. И, наверное, есть очень много разных способов для этого, много советов. Я, наверное, думаю, очень много книжек написано на эту тему, там, как найти свое призвание и так далее. Но мне кажется, очень один простой способ, может быть, немножко жестокий способ тоже, что так получилось. Это, если что-то, вот, что тебе нравится, ты думаешь попробовать этим заниматься, мое, не мое, взять и вот полностью это выключить, вот вообще вот, вырубить полностью из своей жизни и даже в ту сторону не смотреть. Вот так вот. Мне так и было и как раз и с музыкой, и так и получилось вот с выступлениями публичными. Я всячески старалась этого избежать. Но тут в какой-то момент, вот если оно должно случиться, вот изо всех дверей, изо всех окон начинают стучать. Что ага, вот это сделай, вот это вот приди сюда, вот это расскажи там, вот иди там в таком-то ансамбле поиграть. И даже хочешь не хочешь, а вот тебя все равно как будто волной так раз на свое место в жизни запросит. И вот дальше сиди там и думай, для чего я здесь оказалась. Что я могу
еще, чему я затем занимаюсь. То есть премудрости сказительства ты постигала самостоятельно и в общении с коллегами-сказителями, и в этом смысле какие-то профессиональные тайны из творческой семьи — это немножко другие штуки. Скорее, это познание жизни в широком, да, смысле. Да. Вот это здесь действительно это какое-то сердечное качество, что, наверное, очень необходимо. Здесь я не делаю, для меня это даже не так важно, что ты из творческой семьи. Для меня как-то совершенно не имеет значения это, потому что, ну как для всех детей, их родители, они все-таки родители, и неважно, там, если у тебя, например, может быть, каждый вечер в салон приходит известный пианист и играют там музыку для твоих родителей, потому что они твои друзья из семьи, или у вас, может быть, там в гостиной все время общались ученые известные, или, может быть, просто твои родители работают на заводе, и ты играешь во дворе и вот общаешься с их друзьями. Это совсем не важно, мне кажется. У нас у всех одни и те же механизмы общения с детьми все равно. Скорее, это вот сердечная теплота, наверное, которую может передать любой человек, который это постарается, захочет сделать своим детям. Это самое главное, что... Ну, здесь я просто о двух разных направлениях хотел сказать тоже. Если это творческая семья, то получается у молодого человека или девушки движение от искусства в сторону жизни идет, и потом, может быть, назад к искусству возврат происходит. А если это человек не из творческой семьи, то он из жизни идет в искусство. То есть получается, ну не знаю, кто-то идет, а кто-то остается. Это по-разному, да. Мне доводилось общаться с людьми из творческих семей, и некоторые, например, говорили, что для них это было тяжелой ношей. То есть они не могли мыслить себя самостоятельной творческой единицей, как бы в тени родителей, с одной стороны. С другой стороны, кого-то смущало, что публика оценивала по фамилии, да, по тем делам, которые прославили фамилию в прошлом. И вот как выйти из этого, да, из этой славы в свой лучик света. Интересная мысль. Я поняла, что я просто об этом не думала никогда. Потому что времени на это Счастливый нет. человек. Как-то у меня такая насыщенная, такая активная жизнь, так много всего всегда происходило с самой юности. И обучения много было, я практически все время состояла в списках каких-нибудь университетов, не было ни одного года, когда мне там не училась. И очень много было связано поездок и с музыкой, с разными ансамблями, с кем я раньше выступала. И я как-то не успела подумать про это. Я, наверное, очень увлекающийся человек, у меня очень такой вот азарт возникает, и мне это неинтересно как-то. Мне интересно только заниматься своим делом, сочинять, придумывать. И вот тоже, когда я записываю в студии, например, истории, записываю новую аудиокнигу, вот сейчас запись пришлась на весну, лето, начало осени, то мне очень нравится находиться в этом материале. Как только весь материал записали, мне стало грустно, мне стало скучно. Я уже вперед продумываю уже несколько десятилетий, наверное, вперед разные идеи, проекты. И думаю, дай мне только, Господи, еще лет и силы все это сделать и воплотить. Поэтому я тут, наверное, я больше, наверное, сделаю. Чем рефлексируешь Чем о своей судьбе. Кто-то потом пусть другие делают. Хорошо, но может быть и покажешь то, что ты делаешь. Можно попросить рассказать нам что-то или сыграть. Что это за инструмент такой любопытный на столе? Да, вот из Африки я привезла инструмент очень интересный. На самом деле это не совсем даже инструмент. Это просто... Прости, пожалуйста, вот как это происходит? Когда человек просто говорит, а вот из Африки я привезла такой инструмент. Вот я просто пытаюсь понять, как это происходит. Как северянин, например, ездил в турне по Европе, а вот оттуда я привез что-то, отсюда еще что-то. Вот как это происходит, что человек спокойно говорит, а вот из Африки я привез такой инструмент? Ну как, наверное, тоже, это все начинается тоже из детства.
когда я тоже была маленькая, у меня была огромная мечта, хотя я сама была еще, ну, наверное, такая маленькая, а мечта у меня уже была вот такая огромная. Правда? Даже нет, я мечтала стать профессиональным путешественником. Даже еще даже не было особо даже передач про путешествия, ну, там, в мире животных. И да, и передачи Жака Ива Кусто о подводных этих исследованиях. Вот это и были все путешествия, которые практически были доступны нам тогда по телевидению, по телевизору. А география я тебе услышала. нравилась? Да, всегда. У меня над спальней, над кроватью у меня висела огромная карта мира, политическая карта мира. Я знала города, столицы. Я любила по ней путешествовать. Прям про меня сейчас да, рассказывай. У меня была мечта в Португалии побывать. Ну, Крайне да, правда. я думаю, нам, конечно, нам всем очень хочется заглянуть за горизонт, за эту линию, которая все время от нас только отдаляется и отдаляется, мы все время догоняем, догоняем. Да, вот. И как раз тогда я очень мечтала стать профессиональным путешественником. Не знаю, что это еще означает, есть ли вообще такое. И потом уже, когда я, мы там очень мало путешествий, тогда и время тоже сложное такое было. И как-то особо никуда не уедешь, из спектакля работаешь. Поэтому мы так с семьей практически не путешествовали никогда. Ну, очень мало. И потом, когда уже поступила в Таллинский университет на специальной социальной и культурной антропологии, я вдруг поняла, что исполнилась моя мечта детства, потому что антропологи, они есть профессиональные путешественники. И практически туристических рейсов таких вот я путешествую. У меня практически никогда не было до совсем недавнего времени, когда наша дочь родилась. А до этого все мои путешествия, все до одного были связаны с работой. Это либо были поездки с концертами, тоже сначала в составе разных ансамблей, разных коллективов, нескольких. В составе там играли старинную музыку, средневековую музыку, путешествовали по средневековым фестивалям. И потом уже сольные выступления, как сказители, тоже уже были в разных там городах, и в Москве выступала, в Московской филармонии, и в Бельгии на фестивале. И потом основные мои поездки были связаны с работой антрополога. Это были этнографические работы, этнографические исследования. Вот так в Кении я была несколько месяцев, тоже связана с одним проектом, собирала там данные, материалы, тоже из других стран. В Турции жила больше года, как раз тоже делая свое этнографическое исследование. И так получилось, что благодаря своей работе я смогла побывать в разных странах. Для меня здесь важно не количество, а качество, потому что бывает не так, что вот проездом посмотрела и дальше полетела. А обычно я приезжала, куда-то там оставалась, собирала этнографические данные, жила. Потом возвращалась обратно в Эстонию, потом писала статью или потом выступала на конференции. Вот, и этот удивительный кувшин, глиняный кувшин для воды, да, он родом из Африки тоже. Но вот с ним такая проблема, что в нем есть дырка, то есть сюда уже воду никак не нальешь. Но именно благодаря этому, этот глиняный кувшин для воды, он стал музыкальным инструментом, который, кстати, делает одна небольшая такая семейная фирма в маленькой деревушке в Кении, неподалеку, там как раз где Масаи живут, их регион. И они обучают молодежь делать такие инструменты, то есть дают непосредственно работу молодым людям, которые там живут в маленьких деревушках. Ну, а история, которую я расскажу, она тоже, кстати, ее тоже можно услышать в моей новой аудиокниге. И она тоже навеяна вот этим образом треснувшего и сломанного кувшина, в который же воду больше не нальешь. Ну, история снова такая. И он не
крестьянин находился на берегу реки Янцзы и зачерпывал свежую, чистую воду, треснувший кувшин вдруг заговорил. Ну, спросил просто: говорит: хозяин, а зачем я тебе нужен? Ведь я ни разу не смог донести всю воду до этой самой деревни. Вода постоянно выливается из моей трещины. Зачем я тебе такой нужен? Кому я вообще нужен? Крестьянин улыбнулся. Он погладил разбитый бок кувшина и сказал: знаешь, ты лучше не унывай, а у меня для тебя есть одно особенное задание. Сейчас, когда мы пойдем по дороге вверх в деревню, ты, пожалуйста, смотри на свой край обочины, а потом расскажешь, что ты там видел. И кувшин очень обрадовался. Он изо всех сил смотрел на свой край обочины, но ничего там особенного не заметил. И когда они пришли в деревню, и крестьянин спросил: ну, что ты там увидел? То кувшин ответил: ну, ничего, вообще ничего не было. Ну, как там, дорога и дорога, камни, пыль, цветы, растения. Хорошо, сказал крестьянин. Теперь, когда мы пойдем обратно вниз к реке, ты, пожалуйста, посмотри теперь на другую сторону дороги. Потом расскажешь, что ты там видел. И опять всю дорогу кувшин, ну, изо всех сил смотрел на другую сторону дороги, но ничего там не видел. И когда они спустились вниз к реке, и крестьянин снова зачерпнул свежую душистую воду, то кувшин спросил: ну что я там должен был увидеть с другой стороны дороги? Да вообще ничего не было, даже цветов. Сказал крестьянин, теперь ты и сам видишь, что эти прекрасные, ароматные, душистые цветы смогли вырастить здесь, с одной стороны дороги, только благодаря тебе. Потому что через твою трещину вода постоянно вытекает на эту обочину и поливает цветы. А с другой стороны дороги, там, где я несу безупречный кувшин, не проливающий ни капли, посмотри, там не растет ни одна травинка. Как сказал крестьянин, он взвалил на плечи два тяжелых кувшина с водой и опять направился назад в деревню. Отреснувший кувшин, он теперь булькал от счастья, потому что так хорошо знать, что даже если в тебе есть трещина, и не одна, и даже если из тебя выливается половина твоей воды, ты все равно кому-то очень нужен. Отлично. Ура кувшину и браво сказителю. Итак, это сказка из новой аудиокниги. Книга рассказывает о реках. А если поговорить о реках в твоей жизни? Ты была, Таллин морской город, хотя здесь тоже проходят разные реки через наш город. Ты была в разных городах, в разных странах. Какие у тебя отношения с рекой? Как ты их воспринимаешь, как ты их ощущаешь? Они являются частью полива, реки. Для меня сама жизнь – это река. Сама жизнь, она часто мне воспринимается и чувствуется как поток. Это поток жизни,
Река вообще всегда была очень удивительным символом. То есть, когда я готовила материал для аудиокниги, я очень много занималась именно как раз вопросом символизма рек в историях, в традициях, в культурах разных регионов, разных стран. И очень интересно я нашла для себя такие сделала открытия, о которых я даже не знала раньше. И очень противоречивый образ, я сказала. Река, она во всех историях очень противоречиво выглядит. Вот это, наверное, это противоречие, это какой-то парадокс такой. Меня очень привлек в этой теме интуитивно. Да, я на самом деле родилась, так сказать, около моря. С детства я всегда скорее считала себя таким морским жителем, очень люблю море. И даже на нашей речке Пирита, которая в Таллине у нас протекает, я довольно мало была в детстве. Но прямо вот за моим домом, где я жила, где я провела свое детство, протекал маленький ручеек, который дальше подал в озеро и потом дальше в море. И вот этот ручеек маленький, он очень запомнился мне с самого детства. Это было основным нашим местом для игр, для исследования природы. Сколько мы воды выпили в этом ручейке. Сейчас даже подумать страшно. Только здоровее становились, никто не болел. И даже одну историю из своей новой аудиокниги я посвятила этому маленькому ручейку. Она так называется, история одного ручейка. История того, как река ушла. Это моя авторская сказка. А так, да, мне всегда нравилось бывать в городах, где протекают реки. Для меня это было прям особенным таким событием, особенным праздником. Очень люблю приезжать по мосту. Когда я, например, когда-то еще тоже в юности на велосипеде, я могла там много раз переезжать одну и ту же реку по мосту, потому что мне просто нравилось само это ощущение, наблюдать за рекой, как вода уносится бесконечно, думать, откуда же она берется, такое количество воды. Это же просто чудо какое-то, что она постоянно течет. Нас уже не будет здесь, уже нас домой, наших детей, никого уже не будет, а они все будут течь. Они все будут, откуда-то эта вода будет литься. Но для меня это какой-то был символ бесконечности. Ну и чудо. Да, и, конечно, да, действительно. А так, в историях разных народов, что меня очень поразило, вот как я сказала уже, что река – это очень противоречивый символ. Действительно, с одной стороны, она очень во многих сказках, историях, если мы посмотрим такую типологию, вот, истории, сказок, есть там разные индексы, типологии истории, сказок, мифологии тоже, то часто, с одной стороны, река – это символ жизни является, а с другой стороны, символом смерти. Река очень связана с богатством. Например, в этой моей аудиокниге несколько сказок будет про богатство. Там прямо золото много будет, там будут монеты звенеть, там прямо очень, такое все будет очень богатое. Можно маниста собирать. Да, вот как раз, пуговки я читаю. И самое интересное, что я даже так задумалась, думаю, что это такое странно, столько мне сказок про каких-то про богатства, сокровища, про богачей. Вдруг на одной аудиокниге собираются. И потом только я начала анализировать, и действительно вижу, что те истории, там больше 150 историй, которых я проработала, действительно они очень связаны с сокровищем. Как-то река была очень часто была связана с сокровищем. Может быть, люди мыли в ней как-то золото, добывали речной жемчуг. Также торговля проходила по рекам, как это же наши артерии. До того, как возникли дороги, даже реки были первыми артериями, которые перевозили богатство, добычу, добро, товары. А с другой стороны, река во всех историях была очень темной, очень сильной, очень даже разрушительной. Наводнения, разливы рек. Такая история тоже будет в моей аудиокниге. То есть, в принципе, я, проработав действительно, почти что 200 разных историй, около 200, я взяла разные образы реки, в каких река выступает в разных историях народных. И решила из каждой вот этой вот типологии представить одну из сказок. То есть там будет одна сказка о реке, как о границе с чужим миром. Очень часто люди, которые жили на одном берегу реки, они чувствовали, что с другой стороны, на том берегу реки, там уже находятся совсем неизведанные места, там может быть какой-то совсем потусторонний мир даже. Но также часто реки отделяли мир живущих от мира мертвых, это как река Стикс, река Лето, желтая река в Китае тоже своеобразный, тоже аналог нашей греческой реки Стикс.
И да, с другой стороны, река может быть как вот сила, которая разрушительная, река, которая ломает на своем пути все, затапливает деревни, поселки, уносит жизни людей. И если посмотреть, как ни странно, основная часть истории, которые связаны с реками, там, где фигурирует река именно непосредственно в сказке, я только такие исследовала, они часто очень трагические. Очень много историй о людях, которые тонут в реках. Откуда чаще всего берутся речные девы, русалки, тоже в разных народах, они по-разному называются, горные девы называются. И большинство историй, которые связаны с реками, они, как ни странно, очень печальные. Там нет справедливости. Вот нам кажется, мы хотим, чтобы во всем была справедливость. Да? Часто нам кажется, что хэппи-энд, что такое для нас, это справедливость. Справедливость торжествует. А для меня справедливость, она не является аналогом любви. То есть справедливость и любовь, они совершенно разные понятия. Часто бывает так, что истории, которые я люблю рассказывать, там бывает такое, конечно, что нет справедливости. И люди удивляются. А как? Мне казалось так логично, по справедливости, должно закончиться так. И вот этот момент, когда человек вдруг чувствует это, и вдруг понимает, что подожди, а в жизни тоже так. В жизни тоже справедливость, где ты ее найдешь, да, справедливость, что это такое. Вот, и да, я очень глубоко погрузилась в этот материал, но когда я посмотрела на вот это время, в котором мы все сейчас живем, такое необычное время, очень странное, какие-то новые правила игры, новые условия игры, я подумала, что для этой аудиокниги я все-таки буду себе верна, и история там будет очень вдохновляющая, там никаких нет таких темных, каких-то таких пугающих историй, они все очень светлые, добрые, и в основном хорошо заканчиваются. Про возвращение дельфинов. Про возвращение дельфинов, да. Это удивительно было. У меня вот одна мечта, которая до сих пор не осуществилась, ну да, дай бог еще, когда история совершится, я мечтаю побывать на реке Амазонки. И посмотреть хотя бы один из ее притоков. Это единственная река, через которую не перекинут ни один мост. На одном из ее притоков есть мост, но, в принципе, на главной реке, на Амазонке нет ни одного моста между ними. Это очень странная река, которая течет то в одну сторону, то потом начинается другая волна, и река начинает течь в другую сторону, вспять. И там живут дельфины. Я очень много исследовала амазонский фольклор. А это истории, которые у нас обычно не рассказывают. Вот западноевропейские сказочники, сказители, мои коллеги из других стран, с кем в последние 2 года, тоже благодаря пандемии, когда мы все стали вещать в онлайн-режиме, я очень много познакомилась с многими коллегами, мы стали очень часто общаться. И я заметила, что очень мало, очень редко кто рассказывает историю амазонского фольклора. Это скорее такая редкость, потому что вообще мало кто не знает, что там в основном воспитано на древнегреческой мифологии, ну, в лучшем случае, на мифологии Китая, что-то знаем. Да, ну и, конечно, там уже более поздние сказки, это уже такой пост-рыцарских романов истории, когда уже стали сказочники записывать истории, братья Гримм и все остальные. Да, я очень много исследовала амазонский фольклор и нашла эти истории о дельфинах, в которых люди верят. Люди, которые живут на берегах реки Амазонки, в маленьких деревушках, в соседних городах больших, неважно, чем они занимаются инфотехнологиями, или учителя в школе, преподают в университете или ловят рыбу на берегах Амазонки. Они верят в то, что дельфины, которые живут в реках, являются не просто дельфинами, а encantados, то есть своеобразные очарованные, зачарованные, которые могут превращаться в людей. И вот антропологи сейчас в наше время там проводят свои исследования, они разговаривают с местными людьми, спрашивают совершенно солидного, наверное, с тобой, взрослого, солидного человека, который работает в университете, спрашивают, а вы вот верите в encantados вот этих дельфинов? И люди начинают сомневаться, говорят, ну вообще да, вообще как бы я их не видела, ну как бы да, они же, где-то же дельфины. Так интересно, Полина, рассказываешь, что я думал, антропологи беседуют с дельфинами. Ну, а в общем, что касается рек и личного отношения, когда я думаю об этом применимо к себе, я жил у моря какое-то время. Я наблюдал течение рек в разных городах и странах.
Но что касается вот разных водоемов, то мне ближе всего, вот у меня в крови это озера. Я родом из Выру. Вырума, согласно официальным данным, 198 озер. Вот такой край озер. Мое детство прошло около озера Тамула. Вот для меня озеро это вот что-то такое безопасное, надежное, обозримое, приятное. Можно по льду, если это зима, да, перебраться на другой берег. Все понятно, озеро промерзло, все здорово. Уроки физкультуры на лыжах через озеро. Летом, опять же, купаться. Нету каких-то сильных волн. Купайся себе, наслаждайся, ныряй плавно. И как-то я очень привык, и это, не знаю, в моем ДНК озера. Вот для меня, если есть рядом озеро, значит все хорошо. Много я разговаривал с разными людьми про водоемы, например, с теми, кто любят жить в море. Вот для них важно, что они не видят горизонта, а для меня это караул. Я не могу наслаждаться морем, когда я не вижу горизонта. Ну, а море это отсутствие горизонта. Реки для меня, это что-то быстрое, это что-то неудобное. Вот речная Уга, так себе. Вот интересно, хотя она попадает в озера, но в озерах она уже вкуснее. Или вот это течение, когда вот забросил удочку, и поплавок уже очень скоро совершенно в стороне находится, и нужно опять перебрасывать. Какие-то реки, вот для меня они как бы неудобные. Уже потом, в университетские годы, когда я жил в Тарту, вот благородная Гамаюки. Она определяет характер этого города. И вот с ней я проникся, мне было хорошо в Тарту. Вот с этой Гамаюки, с этими мостиками через них, с прогулками в разных излучинах Гамаюки. Это было здорово. Потом вся эта поэзия, стихи Каплинского, Гамаюки и других поэтов. Как-то породнился я с реками, но на первое место ставлю озера. И сейчас, слушая твой рассказ, я думаю, что, может быть, после многократного прослушивания аудиокниги о реках, может быть, мне удастся породниться с реками. Для тебя река — это больше образ или вот что-то такое биографическое тоже? Я тут тоже слушая тебя, я подумала, что такое озеро? Озеро — это река, которая на минутку забыла, куда она шла. Если бы не было рек, не было бы озер, у нас практически нет, совершенно отрезанных озер. Озеро, которое море, которое является отсеченным, от тела потом зарастает солью, становится мертвым морем, как это известно, мертвое море. Больше ничего не впадает, нет никаких притоков, нет никакой подпитки. Мы же люди, как люди, тоже мы не можем быть полностью изоляцией, нам всем тоже нужна подпитка. Это такая своеобразная подпитка реки, которая кормит это озеро своей бурной энергией, вода там смешивается, и заново она все течет в море, в океан, продолжается вот этот вечный путь движения к чему-то новому. Все-таки океану. Река как образ. Да, для меня это... Я не могу сказать, что это сколько биографично, сколько это образно. Я всегда восхищалась рекой, и я очень много изучала этот образ в разных культурах, традициях, народных традициях. А вот заканчивая эту историю о дельфинах, я как раз хотела сказать то, что я никак не могла подобрать историю. Я знала, что в моей аудиокниге о реках обязательно должны быть речные дельфины, потому что это уже большая редкость, это уже удивительное явление, когда в реке у тебя вдруг дельфин, морской обитатель, морское животное, вдруг ему встречается в реке. Но я никак не могла найти историю. Они не подходили ко мне, те, которые из традиционного такого творчества я находила, все было не то. И мы записали весь материал. У меня осталось там совсем мало времени, около 5 минут, и я думала, что должна быть эта сказка о дельфинах. У нас был последний студийный день через 2 дня, и надо было что-то еще дописать, там какие-то партии музыкальные. И я думала уже, ладно, все, тогда отпускаю эту идею. Я решила полностью на нее забросить, махнуть на нее рукой, на нее. И думаю, все, не будет дельфинов. И вдруг, когда я уже собиралась пойти спать, как-то там тоже так еще задумалась, и вдруг где-то около 2 часов ночи я придумала историю.
были, в какое время это произошло, очень мало информации, даже научной. Будет очень трудно что-то найти, такие общие сведения есть. И тут у меня рождается история, которая мне самой очень понравилась, я ее очень-очень полюбила. Она буквально родилась там за каких-то полчаса, я тут же записала текст, сразу перевела, чтобы аудиокнигу на двух языках, на русском и на эстонском, соответственно. И буквально на следующий день я уже была в студии и рассказываю эту историю, а музыка написалась тоже неожиданно. И так у меня часто бывает такое, что когда совсем что-то уже не идет, надо на это действительно все забросить, махнуть рукой, и вдруг ни с того ни с сего оно рождается. Я очень довольна. Происходит чудо, да, то самое чудо. Да, я очень довольна, потому что... Вдохновение. Да, появилось. Мне очень приятно, что у тебя теперь есть такая история. История, вот этот вопрос о своеобразных таких компромиссах творческих, которые здесь возникают. Как сказитель, который бережно относится к фольклору, который восстанавливает исторические оригинальные мотивы этих историй, пытается счистить то, что литературные редакторы туда добавили в последующих изданиях книги. Сокращали книгу, потому что страниц не хватало, или сокращали эту историю. Да, вот этими исследованиями материала как раз очень много занимаюсь, очень бережно к этому отношусь. И добавляю культурный колорит в каждую историю. Вот это уже эхо работы, наверное, папа. Да, вот. Да. И самое главное, что возникает такой вот парадокс или такой вопрос, с какого момента я могу сама создавать мифы. Знаешь, потому что как сказитель, с одной стороны, мы держим их, мы сохраняем их, пересказываем их, повествование этим, с другой стороны, возникает какое-то культурное творчество, такое, которое всегда существовало до нас, потому что когда 700 лет назад никто не думал об авторских правах, никто даже не подписывал свое имя, в основном под произведениями еще, это даже в голову мало кому приходило. Да, и так вот очень интересный этот момент творческий, между сохранением и инновацией. Ну так вся развивается культура, наша вся жизнь так развивается. С одной стороны, сохранение, такая консервация, а с другой стороны, инновация, творчество, новая культурная инновация, развитие. Сейчас я прочитаю тебе один кусочек. Это авторский текст. И потом поговорим о одной из историй из твоей аудиокниги. Это стихи, называются эти стихи «В парке». Все стихотворение читать не буду, прочитаю фрагмент. «А ночи с каждым днем белее, и с каждым днем все ярче дни. Идем мы парком по аллее, налево море, мы одни. Зеленый полдень в вешней неге, среди отвесных берегов река святая, Пюхаюки, стремится, слыша моря зов» и так далее. Думаю, что ты поняла, почему я прочитал фрагменты стихотворения Игоря Северянина. У тебя в аудиокниге одна из сказок посвящена как раз-таки Пюхаюки. Есть ли перекличка с Северянином? Мне очень нравится как поэт, я очень люблю. Поэтому, наверное, да, нам тоже нравятся одинаковые вещи. И да, поскольку хотя сама аудиокнига называется «Сказки великих рек», и великих в русском языке здесь так подчеркнуто, потому что в эстонском языке используют слово «суур», «большие», тоже, которые имеют синоним «великие», но в русском языке особенно ярко такой вот акцент становится на великих. И мне понравилось, если бы слушатели, будущие, которые берут эту книгу, вроде их читают с оглавлением, вдруг они увидят, что там не все большие реки, физически, объективно большие. Там есть объективно большие, объективно маленькие реки. Но почему-то они все называются великими. И вот у меня как раз идея была как основной концепции того, что нет на самом деле больших и малых рек в мире. Точно так же, как нет больших и малых народов, в моем понимании, больших и малых сказок, да, языков, что все истории, все сказки, все народы, они одинаково важны, вне зависимости от там, количества, они одинаково важны, одинаково ценны, одинаково место быть. И когда я изучала эстонский фольклор, связанный с реками, то мне очень
прямо вот понравилась, очень оказалась близкой к сердцу история, это она авторская история о реке Пюхалики, на которой я была неоднократно, которую я посещала и которая мне очень нравилась. И много лет назад, когда еще даже и не думала о создании этой аудиокниги. И буквально вот месяц назад я снова была на берегах реки Пюхалики, прогулялась по Дорогой северянин. в разных ее местах, в разных истоках, и потом уже была в том месте, где она впадает в море. Да, это очень красивая река, она очень извилистая, и она как раз, эта история про эту реку подытоживает цикл, огромный цикл историй, которые распространены по всему миру, объясняющие о том, откуда возникла река, как она появляется, своеобразные истории рождения рек. Они существуют на всех материках, и в Австралии, и даже в Тибете, где уж, кажется, да, вот горы, а даже там рассказывают историю о том, как их местные реки появлялись. Что самое удивительное, в основном они все зооморфные, эти истории. Они все связаны с каким-то животным, и в 75%, наверное, даже больше, может быть, даже в 80%, эти реки появляются после того, как в этом месте по земле проползает земля. Я даже думаю, здесь, скорее всего, такое возникало такое народное творчество, связанное с этой метафоричностью рек, когда люди смотрят, как струится эта серебристая змейка по земле, и очень многие сразу ассоциировали, представляли себе змей. И вот, да, очень интересно, как разные народы, и там даже северные народы, на Сахалине есть история того, как змеи прорывают русло рек. Так вот, потом там появляются реки. И вот здесь тоже будет история, которая объяснит, откуда у нас в Аслане появилась река Пюхалики. И название тоже, почему она возникла. Да. Ну, в общем, если так пробежаться по названию, это, или по трекам, да, по главам, по рассказам этой книги, река Амазонка, река Кубань, потом идет река, которая пишется так же, как слово река, но произносится иначе. Так? Река, славянская сказка. Река Пюхалики, река Ефрат, иракская сказка. Словацкая сказка, китайская, хакасская, цыганская и авторская сказка Полины Черкасовой. История о том, как река ушла. Шла и ушла. Они приходят, они уходят. Хорошо. И дельфины, и змеи, и треснувший кувшин, и реки, которые рождаются, ходят и уходят. Сокровища. Как много интересного. Наверное, я не буду как-то особенно закруглять эту беседу. Пусть она длится дальше. Пусть новые образы приходят. Пусть новые змейки приходят и дают начало новым рекам. Пусть приходят богатства. Пусть реки приносят разные приключения и истории. Так. Да, пусть они дальше. Главное, что пусть река нашей жизни, и мне хочется, пожалуйста, чтобы и жизни наших слушателей тоже несла нас всех и вас всех бережно и с любовью в своем широком русле. Спасибо большое.